Экспедиция «Покорители холода» подошла к своему завершению. Верхоянские участники уже прибыли в Якутск, и, наконец, сегодня город встретит аймиконскую группу покорителей. Напомню, что экспедиция «Покорители холода» стартовала 12 января. Две группы добровольцев отправились в Аймикон и Верхоянск с целью зафиксировать самую низкую температуру в населяемой части планеты. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Сарглана Неустроева. Она расскажет подробности. Сарглана, тебе слово. Добрый день, Василий. Сейчас я нахожусь в аэропорту города Якутска. Здесь мы встретили группу из Аймикона, экспедиции «Покорители холода» в составе 2 человек. Это Илья Воскресенский и Павел Матвеев. Оба путешественники, фотографы и блогеры. Напомню, неделю 2 участникам пришлось жить в суровых условиях крайнего севера, в палатках, где они 3 раза в день делали замеры температуры, а также прошли курсы выживания в тайге. Также им довелось узнать технику управления оленей упряжкой и самими оленями. Прямо сейчас они уже прибыли в Якутск и стоят за мной. И, конечно, мы следили за ходом событий. Участники очень активно делились своими впечатлениями в социальных сетях. Но сегодня они подробнее расскажут о своей поездке, об экспедиции в предстоящей пресс-конференции в 17:00 по местному времени. А сейчас о секретах поездки нам расскажет руководитель проекта Вячеслав Ипатьев. Здравствуйте, Вячеслав. Мне известно, что вы вместе с группой из Верхоянска также ездили туда и, скажем так, проведывали обстановку. Расскажите, пожалуйста, как случилась поездка, что там было и вообще что произошло? Верхоянская поездка была очень сложной, потому что, в отличие от аймиконской экспедиции, ребят, мы ехали по Зимнику, а Зимник — это очень тяжелая дорога, очень тяжелые условия. Мы ехали 20 часов, добирались по этому Зимнику со средней скоростью 5-10 км в час. Более того, там нам встречались наледи, и буквально в первой же наледи мы застряли. Нас пришлось вытаскивать, потом нам пришлось ремонтироваться. Мы потеряли 2 дня почти времени замеров. То есть мы пришли к выводу о том, что схема заброски по Зимнику довольно сложная будет для следующих экспедиций, надо логистику менять. Это полезная информация, которую мы получили в результате Верхоянской экспедиции. Ребята из Аймиконской экспедиции все было намного легче. Они ехали по Колымской трассе со средней скоростью, наверное, километров 70, не меньше, да? 60. Да, не 10 км в час, как мы ехали, да. Поэтому больших особых сложностей там не было. И когда мы прибыли на место, там нас уже ждали оленеводы, все было готово к исследованию, и ребята сразу же приступили к замеру. И, конечно, хотелось бы узнать впечатления непосредственно самих участников. Ребята, в 2 словах, как вам экспедиция, как вам эта поездка? 2 слова, если это было незабываемо, это однозначно. Потому что первый раз был в таких условиях погодных, и, в принципе, жить в палатке в такой мороз — это для меня впервые. Куча всяких незабываемых историй с оленями, с способами выживания в тайге, входили, ловили оленей. То есть просто масса эмоций, которые однозначно на всю жизнь запомнятся. Павел, а как вам эта поездка? Это действительно очень интересный опыт. Я соглашусь с Ильей, что было очень много интересного, нового, чего-то неизведанного, если можно даже так выразиться, первобытного. Я уверен, что этот опыт пригодится в дальнейшем в жизни и будет храниться в воспоминаниях. Еще можно будет рассказывать своим детям, внукам и так далее. Спасибо. А я напомню, что сегодня в 17:00 пройдет пресс-конференция итоговая, в ходе которой будут озвучены все-таки итоговые цифры, где температура самая низкая в Аймиконе или в Верхоянске. На этом все. Василий. Да, Сарглана, спасибо. От себя же добавлю, что в планах нашего телеканала сегодня провести трансляцию в 17 часов этого мероприятия, пресс-подхода.